Здравствуйте, у вас персонал отсюда заходит, и проверяете ли вы у них QR-коды? Да, конечно, но вначале нужно проверить ваши QR-коды, а потом уже мы поговорим о персонале. Вот, пожалуйста, мой QR-код. Это специальный вход в центр Южный, по которому на работу проходит администрация и персонал. До сегодняшнего дня попасть на рабочее место можно было без QR-кода. Таких сотрудников мы заносили в список и указывали, у кого одна прививка, у кого ничего нет. Теперь пропускаем только тех, у кого есть первая прививка хотя бы. По словам охраны, сегодня без прививки не прошел ни один сотрудник. Мы решили проверить это и прогулялись по торговому центру. Вы вакцинированы? Да, вакцинировалась. Какой вакциной вы прививались, как перенесли? Спутник Ви. Ну, конечно, озноб было, температура. В магазине работает 4 человека. Мы продаем женскую одежду. Наши сотрудники все вакцинировались. Вот когда все это началось. Только в этом торговом центре работает более 2000 человек. Административный персонал вакцинирован на 100%. Все остальные – это продавцы, консультанты, охрана. На начало месяца были привиты на 85%. И данные постоянно обновляются. Судьбу тех, кто категорически против прививки, решает работодатель. Но в любом случае дальше проходной они не пройдут. Таковы требования Роспотребнадзора. Мы непосредственно мониторим ежедневно. То есть у меня здесь список, который мне предоставляется сотрудниками охраны на ежедневной основе о количестве арендаторов, которые не привиты. И мы непосредственно уже в индивидуальном диалоге работаем с каждым арендатором. То есть наша задача обеспечить, конечно же, 100% вакцинацию. 36. Это управление соцзащиты Альметьевского района. Тех, кто решил просочиться на рабочее место без QR-кода, сегодня здесь тоже нет. Привились все из 170 сотрудников. Все они прошли вакцинацию. И со вторым компонентом уже колеблющиеся были, но видя ситуацию, видя нарастание вот этой угрозы, видя, с каким количеством людей нам приходится общаться, работать, вакцинацию прошли все. Большой процент непривитых, около четверти сотрудников, сегодня в сфере образования, в школах и детсадах. Только в Нижнекамске от прививки отказались 13 учителей. В 86-м садике уже отстранили одного работника, охранника. На отстранение на сегодняшний день стоят 37 человек. Это 3 педагога и львиная доля, конечно, это обслуживающий персонал. Я хочу заверить всех родителей, что никаких закрытий детских садов и закрытий групп по данному поводу не предполагается. В вузах ситуация чуть лучше. В КНИТУ КАИ не вакцинировано 12% преподавателей и персонала. Пропуска антипрививочникам, а есть среди них и люди 60+, пока не заблокировали, но каждого знают в лицо. Некоторых уже перевели на дистант. Привитых сотрудников у нас в университете первым компонентом 88%, вторым компонентом 82%. В этом плане, наверное, университетскому сообществу немного проще, потому что многие преподаватели уже в прошедшую пандемию в 2020 году приспособились к ведению образовательной деятельности с учетом дистанционных технологий. Студенты КАИ на сегодня привиты лишь на треть. QR-коды у них пока не требуют ни на лекциях, ни в общежитиях. Юристы вуза сейчас изучают опыт Московского педагогического университета, который одним из первых в стране вел обязательную вакцинацию для своих студентов. Тем временем в Роспотребнадзоре напоминают, масштабные проверки на предприятиях начнутся уже завтра. Непривитых сотрудников работодатель должен отстранить от работы без сохранения заработной платы или перевести на дистанционный режим. Юлия Гоголева, Игорь Романов, Ирик Хабибулин, Евгений Лызаев, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.